В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте, вот о чем расскажем вам сегодня. С сегодняшнего дня закрывается проезд по региональному ледовому автоземнику через реку Лену. Выход на лед будет засыпан и заблокирован. Растет ли экономика региона? Кажется, что впечатляющими темпами. За последние 6 лет ВРП республики вырос более чем вдвое. Дом стал тюрьмой. Таира Дмитриева с Мозжечковое такси не может выйти на улицу. Как общество может поддержать людей с ограниченными возможностями? Воплощение национальных традиций и современных тенденций. В сокровищнице Якутии состоялось открытие персональной выставки «Путь ювелира». Победитель игр Дыгына получит квартиру и 3 миллиона рублей. Исех Туймады состоится в конце июня в местности Усть-Хатын. 27 апреля, в День Республики, состоится прямая линия с главой региона Айсеном Николаевым. Трансляция начнется в 19:00 по якутскому времени. Айсен Николаев ответит на вопросы жителей, обсудит актуальные темы и стратегические направления развития республики. Эфир будет доступен на телеканалах НВК «Саха», Якутия-24, Россия-24, а также на радиостанциях и в социальных сетях главы. Вопросы можно задать заранее по номеру 506-006 или через чат-бот ЦУР Якутии в мессенджере Макс. 18 апреля закрывается ледовая переправа Хатас-Павловск. Движение на всех видах транспорта полностью остановит, а выход на лед будет засыпан и заблокирован. Подробнее о закрытии переправ расскажет Диана Антонова. С весенним оттаиванием грунта на подходах к Зимнику образуется высокая колейность, а на протяженности всей ледовой трассы образуются широкие лужи. В связи с этим сотрудники МЧС закрывают непригодную для эксплуатации дорогу, и с закрытием переправы Хатас-Павловск движение по всем ледовым переправам в центральной части Якутии закрывается полностью. Еще с первых дней, когда началось потепление погоды, сотрудники ГИМС ежедневно следят за состоянием льда. Ну а сегодня инспекторы информируют последние потоки водителей о скором закрытии автозимника. Ездить на переправе сейчас становится с каждым днем все небезопасно. В связи с этим, с погодными условиями и со состоянием дорожного покрытия, состоянием льда, переправа закрывается. Подходит к переправе, их развезло, получается, там грязь, маленькие машины уже не проезжают. Все знаки будут убраны, и, получается, заезд в переправе самой будет засыпан, чтобы машины не проезжали. Сотрудники ГИМС также ведут совместную работу с административными комиссиями, правоохранительными органами и муниципальными образованиями. Проводятся профилактические мероприятия и активное информирование населения. За нарушение установленного запрета водители несут административную ответственность. Согласно КАП Республики, за несанкционированный выезд на лед предусмотрена административная ответственность на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц от 20 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. В арктической зоне республики некоторые маршруты еще действуют, но с ограничениями по грузоподъемности. Чтобы население могло безопасно пересечь реку, властями организованы другие пути перевозки. Между Якутском и Заречной группой улусов будут курсировать суда на воздушной подушке. Диана Антонова, Станислав Потапов, Хатасы. В Государственном собрании Тюмень прошел правительственный час, посвященный реализации стратегии развития Якутии до 2032 года с видением до 2050. Стратегия, принятая в 2018 и скорректированная в 2020, ставит во главу угла человека и уже принесла заметные плоды. За 6 лет объем валового регионального продукта вырос более чем вдвое, а инвестиции в основной капитал почти удвоились. Всего же за этот период удалось привлечь около 3,5 триллионов рублей. Однако есть и сложности. Уровень бедности в республике пока выше среднероссийского, а цели по продолжительности жизни, приросту населения и рождаемости пока не достигнуты. Сегодня действительно мы рассматривали эту стратегию и рассматривали впервые в стенах Государственного собрания Алтумана. Правительство высказало о том, что есть у них стратегическое направление. Куда идти. Депутаты высказали о том, что давайте посмотрим изменение стратегии не только в экологическом, социальном, промышленном и транспортном, и в системе ЖКХ в целом, но и по другим параметрам тоже. Здесь были высказаны опасения, какая стратегия у нас в развитии транспортного комплекса в арктическую зону.
Завершилась итоговая защита проектов программы «Муравьев-Амурский-2030». В течение дня экспертами из числа Минвосток развития России, губернаторов регионов Дальнего Востока и представителей вузов было рассмотрено 58 работ по 8 тематическим группам. Программа «Муравьев-Амурский» реализуется с 2022 года для подготовки кадров для государственной службы и институтов развития Дальнего Востока и Арктики. Обучение длится в течение 1 года по 9 модулям. Это и стажировки на всех уровнях власти, разработки прикладных проектов, погружение в историю, культуру региона, в котором они будут в будущем работать. Из 149 выпускников порядка 100 уже трудоустроены, работают на благо Дальнего Востока. И вот начиная с 4-го потока ребята также будут трудоустраиваться на территории арктической зоны Российской Федерации. Нынешний поток на самом деле очень сильный, и это не только мое мнение, это мнение наших наставников. Сегодня тоже их спрашивали, как они считают, как ребята подошли к своим проектным темам, насколько они проработаны. То есть в целом этот поток очень сильный. И надеюсь, что их ждут великие дела на благо развития Дальнего Востока и Арктики. «Мой дом, моя крепость и моя тюрьма». С такими словами Таира Дмитриева обратилась к своим подписчикам в социальной сети. Девушка страдает мозжечковой атаксией. Из-за болезни в прошлом году она потеряла способность ходить самостоятельно, а вместе с этим и возможность выйти за порог собственной квартиры. В проблеме разбиралась Саргалана Неустроева. В Якутии насчитывается свыше 60 тысяч инвалидов первой, второй и третьей группы, в том числе и дети. Но где все эти люди на улице? Ведь мы практически не сталкиваемся с ними в повседневной жизни. Все очень просто. Они заложники собственных квартир. Как, например, Таира Дмитриева. С детства она страдает мозжечковой атаксией. Это, как ясно из названия, поражение мозжечка. 5 лет назад, после перенесенного ковида, болезнь стала прогрессировать. А год назад Таира перестала ходить. Я уже не могу говорить и ходить. Это самые главные проблемы. Вот мне помогает социальный работник, который приходит 2 раза в неделю и помогает решать такие бытовые вопросы. Но даже соцработникам выйти из дома не получается, ведь специалисту нужно убраться и выполнить другую бытовую работу всего за час. Больше нельзя по закону. Само собой, выйти самостоятельно девушка не может. Даже этот порог для Таиры становится непреодолимой преградой, не говоря уже о том, что этот подъемник выполняет исключительно декоративную функцию. Он не работает. В любом случае на коляске далеко не уедешь, да хотя бы за пределы двора, ведь дальше больного ожидает недоступная среда. Весь город для колясочников сплошная полоса препятствий. Пандусы встречаются редко, тротуары не оборудованы, как дороги. По мнению эксперта Ирины Алексеевой, единственным удачным проектом благоустройства в Якутске сегодня можно назвать только проспект Ленина. Здесь много на самом деле того, что на проспекте Ленина показано. Даже устройство тротуаров, оно принципиально иное, чем на обычных дорогах. Там же делают буквально там метр, 1,5, 2, может быть, метра. А здесь даже граница отвода земельного участка до улично-дорожную сеть мы тогда приняли прямо по границе застройки. И таким образом все отработали. И озеленение, и велосипедки у нас появились, и тротуары появились, то есть расширенные, да, пешеходные части. И этот опыт можно повторить даже за меньшие суммы строительства, считает Алексеева. Просто необходимо прорабатывать проекты с учетом всех требований. А для этого нужно время, которого, как правило, нет. У нас был центр компетенции по вопросам городской среды создан специально. И мы очень много методических пособий сделали. Очень много рекомендаций делали для органов власти, которые работают вот в этой части. Но вот именно внедрение этих принципов, не очень быстро идет. Хотелось бы, конечно, быстрее. Только вот заболевание Таиры продолжит прогрессировать. Для замедления ее развития девушке необходимы ЛФК, массажи и другие выездные мероприятия. А еще нужны деньги, но и это желание ей недоступно. Сегодня доход Таиры – это пенсия по инвалидности. Всего 38 тысяч. На 30 она снимает квартиру. На 8 обеспечивает себя и дочь подростка. Саргалана Неустроева, Джулстан Иннокентьев, Якутск.
В Якутии чествовали ветеранов управления МВД по республике в рамках юбилейной даты 35-летия со дня образования ветеранского движения МВД России. На официальном мероприятии порядка 30 наиболее отличившихся ветеранов были награждены нагрудными знаками за свою службу как до, так и после отставки. Члены движения регулярно участвуют во множестве спортивных, культурных и образовательных мероприятиях. Ветераны проводят уроки патриотизма в школах, а также наставляют молодых сотрудников и делятся с ними бесценным опытом. Наша всероссийская ветеранская организация награждена почетной грамотой правительства Российской Федерации. То есть это в истории первый раз, насколько мы знаем. Наша ветеранская организация в свою бытность, когда мы проводили мероприятие к столетию якутской милиции, тоже много мероприятий было, и в результате Айсен Сергеевич Николаев тоже вручил благодарственное письмо за организацию на высоком уровне наших мероприятий. В Нерюнгри состоялась всероссийская ярмарка вакансий. Мероприятие привлекло сотни соискателей и объединило более 20 работодателей. Подробности в сюжете Екатерины Павловой. Ярмарка развернулась в центре занятости города Нерюнгри. Работодатели из самых разных отраслей, от горнодобывающей промышленности и строительства до сферы услуг и торговли, представили более 800 актуальных вакансий. Сегодня проходит всероссийская ярмарка трудоустройства «Время возможностей». Проходит она уже 4-й год в 2 этапа. Это уникальное событие, где работодатели и соискатели встречаются вместе. Работодатели, более 20 работодателей сегодня находятся в одном месте, где соискатель может задать любые вопросы, пройти собеседование и даже получить возможность на трудоустройство уже завтра, приглашение на работу. Представители компании общались с посетителями лично, рассказывали о требованиях к кандидатам, условиях труда и перспективах карьерного роста. Такие ярмарки создают прямую связь между соискателями и компаниями, экономят время и повышают шансы на успешное трудоустройство. Побывал в «Газпроме», побывал, там побывал. Молодцы, собрали город для людей во благо. Для людей, чисто не бегаючи, не ездячи по всем организациям, в одном месте можно взять информацию и найти работу каждому. Особое внимание на ярмарке также уделили школьникам. Для них организовали отдельную зону профориентации, фестиваль профессий с интерактивами и мастер-классами от профессионалов разных специальностей и представителей колледжей. Мне очень понравилась Росгвардия, потому что я уже с детства смотрю, увлекаюсь этим всем, интересуюсь. И мне очень нравятся все эти направления. То есть направление МВД, Росгвардия. В медицине я попробовала ставить уколы, то есть внутривенные. Пробовала делать различные перевязки. Держала в руках различные пистолеты. Все в этом. Сегодня я попробовала все. И ставить уколы, и делать перевязки, и мерить давление. Также я попробовала стрелять. Также одевала костюмы разные. Это все очень весело. Мне очень понравилось. На всероссийской ярмарке вакансий в очередной раз отмечается высокая вовлеченность работодателей и позитивный отклик участников. У нас даже имеется единый консультационный центр, где можно задать все вопросы, интересующие жизненной ситуации. То есть у нас и управление социальной защитой, и Всероссийское общество инвалидов, и управление Федеральной службы исполнения наказаний. То есть даже мои документы, то есть можно задать вопросы сразу в одном центре. Мероприятие подтвердило свою полезность как эффективный инструмент трудоустройства и профориентации. Екатерина Павлова, Андрей Гаянов, Нерюнгри. Фестиваль профессий в рамках Всероссийской ярмарки трудоустройства состоялся. Крупные компании и государственные организации представили свои вакансии как студентам и выпускникам, так и соискателям с опытом работы. На площадке побывала и наш корреспондент Вероника Таюрская. Более 5000 вакансий представили крупные компании и государственные организации на Всероссийской ярмарке вакансий и фестивале профессий. Площадка направлена на профориентацию и более глубокое погружение в выбранную специальность.
Здесь наши предприятия представили практически все отрасли, особенно представлена промышленность. Мы видим крупные компании, такие как «Алроса». На самом деле, именно на фестивале профессий каждый житель, в особенности это для школьников, для студентов, может сделать более осознанный выбор и начать свою карьерную траекторию с самого начала правильно, чтобы быть в будущем благополучным. Ведь главная цель наша – это развитие нашей родной республики через благополучие наших жителей. Одним из участников фестиваля профессий стала «Алроса». Компания уделяет большое внимание профориентационной работе среди школьников и студентов. Для привлечения молодых специалистов алмазодобывающая компания организует производственные практики на своих предприятиях, по итогам которых выпускникам предлагается трудоустройство. По итогам прошлого года получили очень позитивный отклик от студентов автодорожного техникума. Ребятам была оплачена сама практика, то есть практика была оплачиваемая, плюс, значит, был оплачен проезд, предоставлено жилье. И по итогам практики ребята сказали о том, что это была такая хорошая возможность попрактиковаться, и в то же время осуществить свою мечту. «Алроса» поддерживает молодых специалистов. Начиная с первых дней работы в компании, сотрудники проходят период адаптации. Для работников проходят тренинги на сплочение, игры для поднятия корпоративного духа и организуются курсы повышения квалификации. В процессе адаптации молодых сотрудников активно участвуют непосредственные руководители. Поступил на работу в прошлом году. Изначально обучался огранке алмазов в Якутском промышленном техникуме. Прошел практику в предприятии и меня взяли на работу. Работа сама по себе очень интересная, требует кропотливости и внимания к деталям. Ну и, конечно, работа в крупной промышленной компании – это прежде всего стабильность и уверенность в будущем. Так что я порекомендую студентам постоянно следить за вакансиями и за практиками. Фестиваль профессий, как и ярмарка трудоустройства, собрали более 300 работодателей со всей Якутии. Предприятия энергетики, добычи полезных ископаемых, медицины и других сфер провели мастер-классы и интерактивы для студентов и выпускников учебных заведений Якутска. Фестиваль профессий стал хорошей возможностью для школьников воочию познакомиться со всеми востребованными профессиями в одном месте. Вероника Таюрская, Иван Сорокаумов, Якутск. 18 апреля в 19 часов на телеканале НВК «Саха» пройдет телемарафон в поддержку восстановления уникального памятника архитектуры XIX века восьмигранного дома с бойницами Павла Новикова в Амгинском Улусе. Это единственный многоугольный сруб с двумя рядами бойницы в Центральной Якутии. Его реставрация стала победителем конкурсного отбора и получила субсидию, а дополнительные средства соберут во время телемарафона. Инициаторы акции – администрация Амгинского Улуса и Управление по охране объектов культурного наследия Якутии. Они приглашают к участию жителей, организации и бизнес в рамках проекта «Сохраним памятники». Событие приурочено к Году культуры в Якутии. Воплощение национальных традиций и современных тенденций в сокровищнице Якутии состоялось открытие персональной выставки «Путь ювелира». Демонстрация мастерства творческого мира посвящена юбилею Юрия Николаевича Иванова, одного из ведущих ювелиров республики. Подробнее об экспозиции расскажет Анастасия Пуляева. Юрий Николаевич Иванов – это не просто мастер ювелирного дела, а человек с богатым жизненным и профессиональным опытом. Он прошел долгий и насыщенный путь от учебы в Орлахской средней школе до службы в советской армии и получения высшего художественно-графического образования. Его творчество связано с народными промыслами и ювелирным искусством с 1992 года. Когда я учился в Хабаровске, познакомился с однокурсником из Бурятии. Кармажапов Себен. Он меня научил вот это техника филиграни. В Бурятии это техника филиграни, у них школа высокая. Он меня научил и до сих пор вот это занимаюсь ювелирным делом.
С 2001 года деятельность Юрия Николаевича переросла в профессиональное русло. В числе его работ, представленных на выставке, большой опыт, накопленный за долгие годы. Выставка является не просто демонстрацией ювелирных украшений, но и олицетворением творческого жизненного пути самого автора. Всего на 7 стендах здесь располагается около 50 экземпляров, каждый из которых несет в себе свою историю. Например, здесь у нас располагается комплект кружева любви, посвященный рождению сына, истории семьи. Выполнен он из золота и храм-диапсидов и изготовлен был в 1995 году. Среди многочисленных экземпляров можно встретить самые разные изделия. Основной из техник мастера для выполнения своих работ является филиграни. Изготавливается проволока и натягивается до определенного диаметра. Потом между двумя проволоками делают косичку и прокатывается. Самое любимое изделие вот портсигар Дархан, который занял 2-е место в номинации «Великолепие ювелирного мастерства». Это в Санкт-Петербурге в 2013 году. Выставка Юрия Николаевича Иванова включает в себя не только ювелирные украшения из золота, серебра и бронзы, но и государственную геральдику республики и нагрудные знаки. Экспозиция доступна для посещения в сокровищнице Якутии с 20 по 30 апреля. Анастасия Пуляева, Иван Сорокумов, Якутск. Балет мирового уровня в Якутске, столице республики, принимает 12-й Всероссийский фестиваль «Стерх», одно из главных культурных событий этой весны. Впереди насыщенная программа с участием ведущих артистов страны. На открытии побывала наша съемочная группа. Подробности у корреспондента Даяны Федоровой. Балет, который собирает лучших фестиваля «Стерх», уже называют главным событием культурной жизни нашей Якутии. В год единения народов России, в год культуры в республике на сцене лучшие артисты всей страны. Был немного раз на «Стерх» уже. Я жил здесь много лет, и каждый год есть фестиваль «Стерх». И всегда отлично. Балет отлично, опера тоже. «Лебединое озеро» – это мой самый любимый балет. В столицу республики прибыли звезды балета, премьеры Мариинского большого театра, солисты из Краснодара, Уфы и Улан-Удэ. Для многих артистов выступление в Якутске – это уже знак высокого уровня фестиваля. Очень приятно, что такой дружелюбный город пригласил меня посотрудничать. Буду танцевать Джульетту, Ромео и Джульетте. Ну, вообще очень мне близка эта роль, потому что она наполнена очень чувствами. И, можно сказать, даже не так устаешь танцевать, потому что уходишь в роль полностью с головой. Открыл фестиваль спектакль «Сияющий камень», который уже получил высокое признание, в том числе номинацию на премию «Золотая маска». Это постановка по мотивам легенды о возникновении якутских алмазов. Здесь классическая хореография соединяется с национальной эстетикой и современными сценическими решениями. В этой постановке «Сияющий камень» я исполняю роль нашей прародительницы Анны Лачен-Хотун. Это, я скажу, что одна из таких основных партий, так как я оперная певица, получается, да, и практически нету такого, чтобы оперные певцы выступали в балете. Фестиваль посвящен Юрию Григоровичу, легенде мирового балета. В программе фестиваля его лучшие постановки: «Ромео и Джульетта», «Лебединое озеро», «Спартак». Каждый балет будет идти в сопровождении симфонического оркестра театра. Впереди несколько дней большого балета. Якутск стал одной из главных сцен страны. Кульминацией фестиваля станет фееричный гала-концерт с участием звезд балета всей страны, который пройдет 26 апреля.
Спорт – лучшая реабилитация. Проект «Мужество» Фонда «Защитники Отечества» и Центра адаптивной физической культуры помогает ветеранам СВО вернуться к полноценной жизни. Сегодня своими спортивными историями с бойцами поделились паралимпийцы Степанида Артахинова и Алена Дмитриева. Для ветеранов также провели мастер-классы по армрестлингу, пауэрлифтингу и волейболу сидя. Проект, вовлекающий в спорт, стартовал в 2023 году. Его первые участники уже показывают успехи на соревнованиях республиканского и российского уровней. В спорт я пришел на мастер-классе. Вот Степанида показывала мастер-класс по стрельбе из лука. Заинтересовался, решил заниматься. Закаляет характер, конечно же, сила, выносливость, здоровье, социализация, что немаловажно, например. И я думаю, самореализация. Каждый может найти свой вид спорта, который ему будет по душе, и там ставить определенные цели и достигать их. В этом году Исех Туймады состоится 27-28 июня в священной местности Усть-Хатын. Праздник будет посвящен Году единства народов России и Году культуры в Якутии. Организаторы подготовили для горожан и гостей столицы более сотни мероприятий. Обрядовые церемонии, концерты, конкурсы, выставки, конные скачки и главное событие – зрелищные состязания «Игры Дыгына». Победители «Игр Дыгына» этого года получат однокомнатную квартиру от спонсора и денежный приз в размере 3 миллионов рублей. Хорошие награды предусмотрены и для призеров. К этому часу это все новости. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Мы продолжаем следить за развитием событий. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Хороших выходных.